Украины, в частности, в полку Азов. М, А, И я считаю, что я не согласен со многими значит, моментами. Я не являюсь русским националистом, но есть и какие-то моменты, с которыми я согласен. В частности, это то, что должно быть создано русское национальное государство или несколько мгм. русских национальных государств, потому что настоящая Российская Федерация, она это просто фашистское государство, причем государство какое-то наднациональное с вот этой вот и совершенно идиотической идеологией, где сочетается советизм, коммунизм, православие, скрепы, там еще что-то такое, почитание Путина, там и все это вот это мешанина. То есть, ну как, смотрите, вот, скажем так, у украинцев есть национальная одежда, это вышиванка. Какая же есть у белорусов? Какая есть национальная одежда у русских? Вот как отличить русского? Вот куда? Вот все, что осталось вот в этом сознании, это и то, что культивируется путинским режимом, это создано вот в ходе совка, и как-то вот представляешь русского, ну такой вот в свитере, такой оборванец, бомжара из откуда-то. И поэтому в этом смысле, в смысле какого-то, не знаю, возрождения или нового созидания русской нации, я их поддерживаю, потому что, не могут быть люди, скажем так, на мой взгляд, там, демократы, либералы, не могут люди существовать без нации, в том числе людям нужна какая-то идентичность, и эта идентичность не должна быть фашистская, путинско-советская идентичность. Ну и если говорить о другой какой-то стороне, о какой-то инфильтрированности и так далее, я считаю, что смотрите, нет, про инфильтрированность попозже поговорим. Мгм. Второй момент, это то, что, конечно, с моей точки зрения нужно разделять имперский шовинизм и национализм, потому что, опять-таки, опять мы приходим к созданию русского национального государства или нескольких государств. Это национализм, когда человек почитает свою нацию и почитает другие нации и не пытается навязать порядки своей нации другим нациям, но в то же время те люди, которые приезжают или будут приезжать в это русское национальное государство, должны, конечно, следовать, да, интегрироваться, ассимилироваться в это самое русское национальное государство. Но при этом это государство должно уважать права всех других народов на самоопределение, на свои национальные государства. И в этом отличие, я думаю, национализма, может быть, я, конечно, ошибаюсь, и Владимир меня поправит, от имперского шовинизма, когда пытаются навязать свои порядки соседям, завоевать их, захватить, заставить жить по-своему, сами даже не зная, что вот это вот самое свое, вот это вот мешанина, о которой я говорил. Ну и, конечно, если, скажем так, в начале нулевых, там и чуть-чуть позже, вот когда не было вот этого четкого разделения, оно появилось, опять-таки, как я считаю, после Крыма, не было разделения между имперским шовинизмом и национализмом, конечно, Путин, его идеологи, они как-то солидаризировались, может быть, вот с этим самым русским движением, может быть, опять Владимир меня поправит. И, конечно, там было очень много агентов и так далее, если это было полуофициозное движение. Ну и а, я думаю, что, конечно, эти позиции сохранились, к тому же по многим пунктам есть сходство, вот скажем так, идеологии национализма и того, что проповедует Путин.
Поэтому есть какие-то определенные соприкосновения, и это позволяет агентам лучше интегрироваться в ту среду. Хотя тут уже сейчас, по-моему, уже вот эти вот все грани, все эти рамки, они как-то уже смываются по сравнению с тем, что было, скажем, 10 лет или тем более даже 20 лет назад. Спасибо, Влад. У нас небольшие проблемы с интернетом, говорят, зависает. Ну, звук идет, картинка зависает. Поэтому я включил дополнительную запись. В случае чего, если же Так, а, мы в прямом эфире или в мы в записи? прямом эфире, мы в прямом Мы в эфире, но прямом я эфире. еще записываю, чтобы в случае чего, кстати говоря, мне уже пишут, что у них тоже есть к вам вопросы, и это тоже я как бы рассчитывал, что после моих вопросов будут вопросы еще наших зрителей. Поэтому идет запись. В случае, друзья, есть какие-то вопросы, проблемы, у нас идет стрим в ТикТок и в YouTube. Если в YouTube у нас будет невозможно смотреть, и даже если со звуком будут проблемы, то я вам обещаю, что выложу наше интервью полностью сразу же после завершения вот этого нашего интервью, уже запись выложу. И так, я бы хотел задать еще вопросы к Владимиру Ратникову. Владимир, каковы, на ваш взгляд, на роль влияния, я прямо сразу перейду к основной теме, которая меня интересует, ФСБ в России на националистические движения? Насколько сильно ФСБ контролирует националистические движения в России? Вообще есть там свободные националисты, которые не под контролем или не под колпаком у Гибухи? Владимир, тебе слово. Да, я понял вопрос. Надо сказать, что тактика Кремля по отношению к русскому национализму, она менялась со временем. Если в нулевых годах, в начале десятых годов, когда главой департамента по внутренней политике был Сурков, была принята такая концепция управляемого национализма. Что, конечно, с лидерами националистов работают, их вербуют, государство создает, если надо, свои националистические движения, как, например, был такой русский образ. Но со временем, где-то, наверное, во второй половине десятых годов ситуация изменилась, и был взят курс на полное искоренение движения. Конечно, ФСБ продолжало вербовать националистов, но не с той целью, чтобы ими управлять, а с той целью, чтобы публиковать уголовные дела и уничтожать движение. И на данный момент можно сказать, что русский национализм, он находится вообще на грани уничтожения в Российской Федерации. Все движения запрещены, никакие мероприятия не проводятся, лидеры либо в тюрьмах сидят, либо находятся за границей, либо вообще убиты, а наиболее слабые предпочли уйти в обывательскую жизнь. Поэтому сейчас, конечно, ФСБ создает небольшие совсем структуры по типу нового величия, например, известного, но для того, чтобы чисто фабриковать уголовные дела. А так, чтобы массово как-то оседлать националистическое движение, это уже режиму Российской Федерации не нужно. Они практически зачистили национализм. И сейчас, в целом, я думаю, они довольны нынешним положением вещей. Владимир, тогда возникает вопрос, получается ли так, что русские националисты были использованы в начале становления вот этой ГБшной власти, в первую очередь, конечно же, против чеченцев и кавказцев, потому что была очень тяжелая кровопролитная война. И после того, как уже Маур сделал свое дело, Маура можно отодвинуть, так получается? Но я бы не сказал, что националисты тогда были использованы. Чеченская война, если уже брать, даже Вторая война закончилась, если я ошибаюсь, в 2008 году, 2008-2009 год. Курс на управляемый национализм был взят где-то после 2005 года, когда прошел первый русский марш, когда власть вообще поняла, что есть такое националистическое движение, что оно довольно влиятельно, и надо с ним что-то делать. Но до 2005 года никто национализмом как таковым не занимался, никакие ФСБ, администрация президента внедряться туда не пробовали, и это развивалось как такое самостоятельное параллельное власти движение. Очень, очень сложно, конечно, в это поверить, так как можно со всей уверенностью утверждать, что
баркашовцы, рогозинцы и разные другие товарищи представлялись русскими националистами, были или нет, это уже другой вопрос. Но вот как в качестве симулякров действовали до 2005 года. И я вам скажу, Владимир, что те националисты или нацисты, которые приезжали воевать в нашу страну, они полностью интегрированы были, как тот же сейчас мы видим, узнаем Фейгин и Гиркин являлся кадровым офицером, наверное, и Фейгин тоже является таким же. Поэтому вот в этом я могу с вами не согласиться, что вот только в 2005 начали. Влад, что ты думаешь по этому поводу? Скажи, как ты считаешь, русские националисты ими заинтересовались только в 2005 году? Ну, я думаю, что интересовались всеми намного раньше, и не только националистами. Конечно. Да-да, полностью согласен. Те же ваххабисты, как так называемые, это тоже очень похожие по образу, просто с религиозным оттенком. Это те же русские националисты, которые вроде бы есть, да, потребность в чеченском народе, в государстве во время войны, вот в этом религиозном таком порыве. И чеченцы всегда бы отличались такой набожностью, религиозностью. И вот ваши какие-то черты вашего народа, человека, КГБ берет и просто их обостряет до такой степени, извращает до такой степени, что ты на это смотришь и просто ужасаешься. Влад, тогда тебе еще один вопрос. У меня тут я записывал, подготовился. А, а, Какова твоя позиция по отношению к русскому национализму и его влиянию на политическую обстановку в самой России? И считаешь ли ты, что национализм может быть угрозой, русский национализм может быть угрозой демократических ценностей и прав человека? Ты немножко вначале ответил на этот вопрос, попробуй ответить сейчас. Значит, смотри, вот, ну, на самом деле есть два вида национализма. Это национализм угнетенных наций и национализм наций угнетателей. Национализм угнетенных наций – это вот украинский национализм, даже Новодворская говорила, у меня на письменным столом висит портрет Бандеры. А другое дело – это национализм угнетающих наций. Моя позиция такая, что вот и национализм угнетающих наций – это и есть вот этот самый имперский шовинизм. Мы должны признать, что настоящая российская нация является имперской нацией и нацией угнетателей. Поэтому, с моей точки зрения, единой России как таковой, единая Россия как таковая, она будет всегда стремиться, если она сохранится вот как, если не пройдет процесс деколонизации и создания опять-таки вот этого, в том числе среди других государств и русского национального государства или нескольких русских национальных государств, вот эта российская нация, в отличие, скажем, от русской, она будет всегда оставаться имперской, всегда будет стремиться к захватам. И я считаю, что только нынешнее российское государство должно быть реально уничтожено. Что касается угрозы, значит, и в данном случае, вот с моей точки зрения, русский национализм, как его представляет, вот опять-таки, может быть, я неправильно понимаю, но как его представляет тот же Владимир Ратников и некоторые другие, а, является как бы вот этим национализмом угнетенной нации, нации угнетенной российским национализмом, то есть, ну, россиянами, российским государством. Вот, и с этой точки зрения я считаю, что вот тот русский национализм, а именно русский национализм, не имперский шовинизм, а именно национализм вот, наций, который нужно создаться или возродиться из-под гнета вот, угнетателей, он не является какой-либо угрозой демократии или
правам человека, и мы это можем видеть на примере многих стран. А, С чем-то там можно не соглашаться, с какими-то концепциями, но я не считаю, что вот национализм в том виде, м, именно как национализм создания русского национального государства, как противовеса нынешней Российской империи с процессом деколонизации, демилитаризации, денуклеаризации Российской Федерации, нынешней и ее уничтожения как государства. Я считаю, что это одно из течений, которое имеет полное право на существование и, ну, и будет иметь. Я полностью, Влад, с вами согласен, с тобой согласен в этом вопросе. Абсолютно русский национализм ничем не хуже чеченского, умеренного, нормального национализма украинского или любого другого, итальянского, испанского или немецкого. Главное, чтобы все это было в рамках и сочеталось с современным гуманитарным правом. Владимир, у меня вот похожий вопрос к вам. Как вы видите роль русского национализма в современном политическом и социальном контексте России, ну и мира? И считаете ли вы, что национализм может быть конструктивной силой, или же все-таки есть опасность возникновения экстремизма? Но я считаю, что в нынешней Российской Федерации вообще национализм он роли не играет, как не играет роли ни либерализм, ни коммунизм, ни какая-либо другая идеология, так как там вообще не существует какого-либо дискурса. В будущем, прекрасной России будущего, свободного, конечно, национализм, я уверен, будет одной из наиболее популярных политических течений, у него есть большой запрос. Он имеет большие перспективы, примерно как в других странах Восточной Европы. И для мира, конечно же, я думаю, что если, условно говоря, русские националисты придут к власти, то они смогут найти общий язык и с Европой, и с США, и с другими странами. И, в принципе, ну, я, конечно же, считаю, что это будет конструктивно для России и для других стран, но иначе бы я не придерживался такой идеологии. Каково ваше мнение, Владимир, по возможном совместном существовании Российской империи и русского национализма? Считаете ли вы, что эти две концепции противоречат друг другу, так как есть мнение против идеи совместного существования, указывая на противоречие между империей и национализмом, о том, о чем я сейчас говорил с Владом? Как вы считаете по этому поводу? Это совместимые понятия империя, российская, русская империя и русский национализм? Ну, на мой взгляд, Российская империя, она пала уже 100 лет назад, и никакой Российской империи сейчас нет. Вообще термин имперский – это во многом такой очень неопределенный термин, что под ним понимать. То есть, если государство, которое проводит агрессивную экспансионистскую политику, то, конечно, в нынешней ситуации в 21 веке это будет вред как для соседних народов, так и для России, так и для, конечно, русского народа. Если говорить о империи, государства, которые осуществляют экспансию какими-либо другими методами, например, экономическими, культурными, мирно-политическими, в принципе, я лично не вижу в этом ничего такого плохого. Примерно то же самое проводят, например, Соединенные Штаты Америки или Китай. А если говорить империя как многонациональное большое государство, ну, то вполне может русский народ и другие народы существовать мирно. И да, конечно, у русских и чеченцев была очень тяжелая история совместная. Вот. Но если посмотреть на ряд других народов, например, русские татары, русские, например, башкиры, чукчи и многие другие народы, история была более благоприятная для совместной жизни. Народы жили, живут без каких-либо противоречий. Я считаю, что это вполне возможно и в будущем. Существовать на общем совместном пространстве вместе, и это будет лучше для всех народов, которые будут населять Россию. Конечно же, я не могу согласиться с такой позицией, так как те же, если брать Соединенные Государства Америки, то эти государства объединялись на принципах свободы и добровольно входили.
и в отличие от Российской империи. И также я не согласен с тем, Владимир, что Российской империи не существует с момента развала той Николаевской империи, так как после Николаевской империи образовалась Советская империя и сейчас так называемая Демократическая империя. И империей она оставалась всегда. Просто она меняла вывески. То коммунистическая вывеска была, сейчас демократическая. Суть империи не прекращалась, оставалась той, которая есть. И в связи с этим у меня еще вопрос от моего подписчика, от моего друга по поводу, вот, Владимир, вам. По поводу, вы немножко ответили на этот вопрос, но я очень сомневаюсь, конечно, что Татарстан, например, Якутия захотят остаться, если им на самом деле разрешат выбирать и не получат они по голове, как сейчас получают, например, украинцы, или как получали мы по голове за то, что хотели жить отдельно. Я уверен, что большая часть всех народов захотят жить свободно, если не будет марионеточной власти, которая будет сидеть на штыках Русской империи. Поэтому у меня вопрос к вам. Как вы считаете, не включая, на их взгляд, границы России, не включая оккупированные территории Татарстан, Якутию, Башкирию, Калмыкию, ну и так далее, что вы считаете, эти государства имеют право не жить в Русской Народной Республике, или которую сейчас создают Русская Республика, а не Российская Республика, по-моему, сейчас. От Соловья до Пономарева, вроде бы так, да, вроде бы такие разные люди, вроде один гражданин Украины, борец такой с путинским режимом, второй сидит на спецквартире в студии в Москве, ну, единственное, что их объединяет, по-моему, это фамилия Патрушев. Но они оба говорят о Русской Республике, о Российской, извиняюсь, о Российской Республике, которую они сейчас за место так называемой федерации хотят запустить. Что вы считаете, эти народы, Владимир, имеют право на свободу? Вот буряты, татары и все остальные. Про себя мы не говорим, мы никогда не входили в Российскую Федерацию и спрашивать никого не собираемся. Просто вот про эти народы, которые признали себя россиянами и жили в Российской Федерации вот уже 30 с чем-то лет, 34 года, 32 года. Но я считаю, что это не очень правильно говорить именно относительно этих народов, потому что на этих же территориях проживают не только в Татарстане, не только татары, в Якутии не только якуты, но и другие народы, и в первую очередь русские. Если мы посмотрим большинство населения национальных республик, в большинстве из них, за исключением, конечно, Чечни, Дагестана, проживают русские как большинство населения. И поэтому создание национального государства приведет к тому, что миллионы русских окажутся в чужих государствах, где другое государство образующим, и что неизбежно приведет к нарушению их прав. Помимо этого, лично я считаю, что принцип территориальной целостности он лежит гораздо выше права народов на самоопределение. Право народов на самоопределение – это довольно такой абстрактный термин, который зачастую используют такие же люди, как Путин, для того, чтобы оправдать вмешательство в дела других государств. Такой термин использовал Советский Союз и наши захваты соседние государства. И я считаю, что право народов на самоопределение, оно ведет к войнам, оно ведет к территориальным конфликтам, и поэтому гораздо легче все спорные моменты, в том числе связанные с национальной идентичностью, строением национальной культуры, национальных прав, решать в общем государстве, чтобы не возникало каких-либо противоречий, войн в будущем. Если мы посмотрим на большинство государств мира, в том числе федеративные, например, США, там отсутствует право сецессии, право выхода из государства. И поэтому я считаю, что я всегда последовательно придерживаюсь принципа территориальной целостности. И не только в отношении России, конечно, это территориальная целостность и Украины, и Испании, и Сербии, и любого другого государства. Поэтому, если возникнет такая ситуация, конечно, я буду против выхода этих республик, так как тогда огромное число русских людей, оно окажется гражданами совершенно иного государства.
Ясно, ваша позиция понятна, она ничем не отличается от обычной имперской позиции, но у меня в связи с этим возникает вопрос. Вы правильно, конечно, думаете о миллионах русских, которые окажутся в разных государствах, так как вы русский националист, и я считаю, что это, если вы искренне русский националист, вы об этом должны думать в первую очередь, конечно же. Но в связи с этим возникает другой вопрос. Вот эти русские люди, которые оказались в том же Татарстане, в Якутии и, как вы знаете, в Чеченской республике Ичкерия, которая позже стала Ичкерия, эти люди оказались, скажем так, не потому, что их пригласили проживать в эти страны. Например, в Чеченской республике оказались русские, потому что до единого чеченца, вот вообще одного рожденного, заканчивая столетними там, или очень старыми людьми, всех до единого выслали в чужую страну, точнее уничтожили, пытались уничтожить физически, голодом, холодом, никакой депортации это не было. Депортация – это законное юридическое действие, даже если говорить о целом народе. Это было просто геноцид под видом депортации. Но это отдельная история. Как вы считаете, неправильно ли будет, Владимир, если те русские, которые проживают и не захотят жить в новой независимой Якутии или Татарстане, переедут на русскую народную республику, например, или же что-нибудь вот похожее в это. И государство им в этом поможет, так как ведь их отцам, дедам также помогали. Или же, например, это будет очень неплохая такая. Вот, например, армяне очень гордятся тем, что у них и в Америке, и во Франции, везде есть свои люди. И они через них лоббируют свои армянские интересы, и в том числе касательно геноцида, по которому очень много споров. Не лучше ли будет, что оставить этих русских там, и так как этнически, как русский человек, это такой сборный, такой ассорти такое сборное, что там не поймешь, потому что русские могут быть от азиатской внешности, заканчивая там кавказской внешностью, имеется в виду европейской внешностью. Не лучше ли будет забрать таких русских себе в Россию? Ну, начать с того, что миграция – это, в принципе, явление, которое существует со всего периода человечества. То есть мы также можем сказать, что никто не приглашал американцев, например, в США, пускай они уезжают обратно в Британию, а индейцы создают там свои национальные государства. Или, например, вообще можем сказать, что индоевропейские племена, пришедшие в Европу, это мигранты, которые, по сути, уничтожили с помощью геноцида коренное население Европы. Нам сказать, например, французам, чтобы они уезжали, потому что там когда-то жили галлы, кельтское племя на их территории, не германцы. А если так дальше углубляться, то можно дойти до абсурда. Я считаю, что если человек родился на этой земле или хотя бы несколько десятков лет там жил, то вообще на каком основании можно говорить, что он должен оттуда убираться, что это чужая земля? Нет, Владимир, вы не поняли, ни в коем случае убираться, абсолютно нет. Если эти люди захотят просто или не захотят жить в новом независимом Татарстане, ведь татары, например, имеют право на свое государство, это же их земля, исконно, их тысячи лет эта земля. И давайте, Владимир, вот без переходов на Америку, там, на вот, что вот там индейцев вырезали и так далее. Все это было, мы все это знаем, и знаем, как себя Америка ведет по отношению к чернокожим сейчас, и к тем же индейцам, и так далее. Она вообще, Америка находится на другом цивилизационном этапе развития, ступени. Поэтому мы говорим о нас, вот, о развивающихся с вами людях, и о чеченцах, русских, татарах и всех остальных. Поэтому я не понимаю просто, только лишь из-за того, что родился русский в Татарстане, то эта земля должна принадлежать России. Не нарушена ли логика в том, что вы говорите? Если мы так будем разбираться, то можно сказать, что татары тоже пришли к территории. Татары это что такое? Это одно из Мы уходим далеко в историю, Владимир, как вы стан. говорили. А есть люди, в том числе я лично их знаю, в том числе я в YouTube пришел, кстати, вот русский человек, он родился в Казани, у него там выросли родители, у него выросли бабушка, дедушка. То есть это его земля. И почему он должен жить в другом государстве, не обладать там правом на
свою национальную идентичность, представительство. Если мы посмотрим Татарстан, то там 50 на 50 населения. Там 50% татар, 50% русских. Такое Якутии, Бурятии вовсе это национальное меньшинство. И почему большинство населения должно либо соглашаться жить в чужом государстве, либо куда-то уезжать? На мой взгляд, это неправильно, и, конечно, я как русский националист против этого. Ясно. Позиция есть абсолютно схожа с путинской и с другими товарищами, но она понятна, не в первый раз слышу. Влад, разреши обратиться к тебе. Ты слышишь наш диалог, и слышат наш диалог наши зрители, которые смотрят нас и в ТикТок, и в YouTube. И они тоже задают уже вопросы. Ну вот вопрос к тебе. Что ты думаешь по такой позиции? Чем она отличается от путинской или от той же КГБшной имперской? Нужно ли Татарстан оставлять России только из-за того, что там живет очень много русских? Смотри, значит, у меня тогда такой вопрос. Вот ты его не задал, Владимир, у меня такой вопрос. Прежде чем я отвечу, вот если Татарстан или Бурятия или что-то скажет, мы отделяемся, Владимир будет их удерживать силой как-то, или хочет ли он их удерживать, или это вот просто его моральная позиция, скажем так. Вот у меня такой вопрос. Да, есть законы. Если в законах право сукцессии предусмотрено, тогда тут уже ничего не сделаешь. Если в законах право сукцессии не предусмотрено, как в Конституции РФ, как в конституциях многих других стран, то отделение, оно, естественно, будет незаконным от этого государства. И любое государство, я считаю, неважно, Россия, Украина, Испания, Сербия, кто угодно, имеет право на борьбу с сепаратизмом, потому что это уже идет против конституционного строя данного государства. И как, если не предусмотрено право сукцессии, можно вообще организовать даже референдум, как-то законодательным образом принять закон об отделении. Вот, этого я понять не могу. Влад, пожалуйста. Хорошо, тогда я скажу такую вещь. Я уже раньше об этом говорил сегодня. Хочу сказать такую вещь. В настоящее время в нынешней Российской Федерации, нынешняя Российская Федерация поставила себя вне закона. В нынешней Российской Федерации мы имеем вместо Конституции, мы имеем какой-то сборник, какую-то сборную солянку из того, что осталось от Конституции 93 года, и вот всех этих 200 или более поправок, которые были внесены в 2020 году, с обнулением вот этого вот самого, скажем так, не к ночи его имя будет сказано, главного агрессора Путина, международного преступника. И уже в 2014 году туда внесли Крым совершенно незаконно. Теперь в 2022 году опять сборная солянка, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области. То есть они даже не взяли под контроль Херсон и Запорожье, но они уже объявили их частью Российской Федерации. То есть сейчас Российская Федерация поставила себя вне закона. Конституция Российской Федерации не существует. Ее растоптали в 2020 году, и в 2022 вот с включением в нее статью 67 вот этих территорий, которые эта Российская Федерация даже не контролирует и никогда не контролировала, они полностью вот 30 сентября 2022 года, с моей точки зрения, Российская Федерация, упразднив свои границы и упразднив свою конституцию, а вот этот акт включения неконтролируемых и никогда не контролируемых территорий, и территории, на которые она не имеет права, это был, на мой взгляд, это был акт самоубийства Российской Федерации. Поэтому с моей точки зрения Российская Федерация на данный момент нелегитимна. Нелегитимное государство должно быть уничтожено как государство, и, соответственно,
Мы не можем всерьез воспринимать вот эту страну без конституции, без границ, как государство, и как-то соблюдать, как-то опираться на ее законы. Тут поэтому, естественно, с моей точки зрения, после окончательной делегитимизации Российской Федерации любые народы должны иметь право отделиться, право на самоопределение. Они уже не связаны какими-либо законами вот после вот этого акта самоуничтожения Российской Федерации. Ну, а сколько уже возникнет русских национальных государств, уже будет зависеть от русских. Будет ли это одно русское национальное государство или несколько. Опять-таки мы видим, что есть 23 арабоязычных государства, множество испаноязычных государств, те же англоязычные государства. Никакой трагедии в этом нет. Наоборот, я считаю, что создание русского национального государства на обломках этой империи будет только, способствовать благоприятному возрождению именно русской нации. Не какой-то сборной солянки, а именно той самой русской нации, которая говорит по-русски на правильном русском языке и живет на своей территории, границы которой она или они знают. И знают очень точно. Я бы дополнил бы, перед тем, как Владимир, если захочет сказать, по поводу того, что каждого нужно спросить, там, по поводу самоопределения или территориальной целостности того иного государства. Тоже очень такой излюбленный прием у многих государств, у многих империй, и старых, и очень старых, и уже которые перестали существовать. Сегодня русские оппозиционеры, назовем их так, я их таковыми не считаю, конечно же, это самые настоящие имперцы в лице Пономарева, там, Гудкова и всех остальных. Эти люди планируют создать Российскую Республику. О ней уже говорит, как я уже говорил, Владимир Валерий Соловей, находясь в Москве. И ясно, что это идет от одного мозгового центра, вот эта идея, которая сейчас пытается реализовать Пономарев и его товарищи. И, как мы знаем, в республике еще меньше возможностей выйти, чем из федерации. И поэтому фактически новое государственное образование ставит стопроцентные препоны всем, кто пожелает выйти из состава нового вот этого российского государственного образования. Поэтому в этом плане, конечно же, позиция русского националиста, который проживает в Вильнюсе, в Европе, она, конечно же, для меня меня нисколько не успокаивает, скажем так. Хотя, опять же, мы никогда не входили в Российскую Федерацию, мы вышли из Советского Союза, автономные республики и союзные республики еще в 90-м году были уравнены Верховным Советом СССР в Советском Союзе в 90-м году уравнены в правах, и все 35 тогда существовало республик, союзных автономных, которые имели равное право выйти из Советского Союза, вышли по факту прекращения существования самого Советского Союза. И в 91 году, это так я для всех, кто не знает вот этих всех юридических моментов и нюансов, поясняю, что в 91 году мы избрали себе президента и парламент, провели необходимые все процедуры, и в 92 году приняли свою конституцию. Россия нас признавала, Россия с нами выстраивала всякие такие экономические, другие отношения. А в 92-м, в сентябре, Россия вывела все войска, это первая республика на постсоветском пространстве, откуда Россия вывела свои военные формирования. Это первая республика. Что также подтверждает, что Россия, новая Россия, Ельцинская Россия признавала Чеченскую республику независимым государством. Поэтому я не за себя беспокоюсь. Мы эти процедуры проходить не обязаны и не должны, и не будем проходить.
Меня интересует вот сам вот в целом мнение русских, которые вот, возникает вопрос, Владимир, отходя от всех вот этих сложных схем, которые мы сейчас пытаемся объяснить себе и нашим зрителям, скажите, для чего вам нужен этот Татарстан? Ну, если, например, в этом Татарстане будут русские жить лучше, чем в Русской Народной Республике, например, уровень жизни у них будет лучше, о которых вы беспокоитесь. Зачем вам русские, которые живут в Якутии? Ну, русские, понятно, они вам нужны, но если они живут лучше вас, имеется в виду в социальном плане, в экономическом плане, и помогают вам наоборот, России, Русской Народной Республике. Вот для чего что русского человека заставляет вот хотеть вот эти все чужие земли, которые такой кровью и обманом, такими колоссальными жертвами были захвачены? Для чего вам это, Владимир? Можете пояснить вот, с Во-первых, я не психологической считаю, точки да, я не зрения? считаю, что это чужие какие-то земли, это земли, где живут русские люди, то есть это, соответственно, русские земли. А для чего эти земли Извините, нужны? Владимир, но в Америке тоже живут русские, и в Германии живут русские. Они не составляют там большинство, они мигранты в чужой стране, они этой территории сейчас, это не международно признанные границы Российской Федерации, приехали они туда совершенно недавно. Затем, почему мне нужны, да, как вы правильно сказали, нужны именно эти люди, они в первую очередь волнуют территории, конечно, это вопрос другой, хотя и территории тоже. Территории – это природные ресурсы, которые в том числе послужат на благо всей нации, всему народу. Помимо этого, вы сказали, что они будут жить лучше. Я уверен, что они жить там лучше не будут. Они будут жить в чужом государстве, с чужим языком. В Конституции этих государств будет написано, я уверен, что именно этот этнос является государствообразующим. Соответственно, русские будут в угнетенном положении, и мы это уже можем видеть по другим странам Советского Союза, где русские жить лучше не стали. Их выдавливают, они подвергались притеснениям, они уезжали, и поэтому ничего русским от этого лучше не будет. И другим народам, я считаю, тоже лучше не будет, так как распад России приведет за собой кризисы, экономические кризисы, противостояние между народами, войны и многое другое. Жить в едином большом государстве это гораздо будет выгоднее экономически для сохранения всех транспортной инфраструктуры, дипломатических отношений, финансовых отношений, правопорядка, единого правового пространства и всего другого. Если мы посмотрим вообще на опыт Советского Союза, то из всех республик, когда они получили независимость, лучше стало только 3 республикам прибалтийским, где мы сейчас находимся. Но и то, даже эти прибалтийские республики, что они сделали? Они присоединились просто к другому, некому конфедерации в виде Европейского Союза, потому что они понимают, что поодиночке они бы не смогли выжить, они бы не смогли наладить нормальную экономику, сейчас не часть единого европейского рынка, не просто так, потому что они понимают выгоду. И также для этих остальных государств, для остальных народов, извиняюсь, которые находятся в составе России, им всем будет выгоднее находиться в едином государстве, ну и особенно русским, конечно. Ну, особенно, вот последняя фраза, она самая верная на самом деле, потому что я, например, родился, вырос до определенного возраста в Советском Союзе, говорил на русском языке, пользовался русскими документами, государствообразующим, как мы знаем, у нас были русские, сами себя такими называли, и так далее, и так далее. И, например, вы считаете, что русским будет тяжело говорить, там, например, на чеченском языке, если они будут проживать в Чечне и так далее, и что вот они будут второго сорта, грубо говоря, да, так получается. Значит, для того, чтобы русские не были второго сорта, вы согласны с тем, чтобы другие народы оставались второго сорта, исходя из вашей логики, правильно? Татары должны остаться в составе России, и государствообразующим народом должны быть русские, и языком судопроизводства, официальным языком, должен для них быть русский. Правильно? Конечно. Русский язык – это язык судопроизводства, Понятно. язык Ваша образования и всего другого. Ваша позиция ясна. Отлично. Друзья, давайте я вам предоставлю возможность задать нашему
редкому гостю Владимиру вопросы. Пишите ваши комментарии. Я вот вижу, некоторые вы пишете. Вот, например, у нас есть представитель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Мусат Таипов. Пишет комментарий, к вам обращается, или в целом он об этом пишет. Он тут пишет. Так, для того, чтобы был национализм, нужно, чтобы была нация. В России нет единой нации, но есть некая размытая масса населения, поэтому определение национализма в России не подходит. Имеется в виду местечковый регионализм, но это не является русским национализмом. Нет ни политической нации, ни нации как единого народа. И вся эта масса, заявляет Муса Таипов, удерживается в составе империи только за счет внутреннего террора и страха. Муса Таипов, Франция. Владимир, что вы скажете по этому поводу? Удерживаете ли вы народы тотальным страхом и насилием? Данная Российская Федерация, она, в принципе, всех людей удерживает в подчинении террором и насилием, и русских, и всех других. Говоря о первом утверждении, что никакой нации нет нации есть, русская вполне, она отвечает всем признакам нации. Единство языка, культуры, истории, социально-экономических отношений, происхождения и так далее. Вот. Поэтому, говоря о Российской Федерации, что она удерживает, в принципе, это государство, оно и основано на терроре и насилии. Поэтому, да, тут можно согласиться. И, Владимир, тогда я по поводу вот прибалтийских республик. Странам Балтии не нравится, когда говорят, что они при Балтии, а что это государство. И по поводу отделения, что вышли страны Балтии из Совка и вот решили присоединиться к своим близкородственным государствам и странам, которые шли в ногу с европейском развитии и интеграции в этом направлении. Это как если выходить замуж насильно, когда вас выдают, причем убив всех членов вашей семьи, и когда вы добровольно делаете этот выбор, и даже пускай это будет не очень богато, это может, хотя страны Балтии в Советском Союзе, как и все остальные, тоже не шиковали, я вам скажу, что это большая разница, я хотел сказать, как объединение государств Америки в единое государство и как же выход и все остальные. Вот мы, например, чеченцы, как вы думаете, Владимир, если отбросить ту пропаганду, что мы являемся какими-то людоедами или какими-то там любителями воевать только ради того, чтобы ради войны, что абсолютно тоже ложь, так как мы абсолютно такие же люди, как все на этой земле люди, мы хотим растить детей, учить их, радоваться жизни. И, наверное, больше чеченцев в жизни любит, наверное, никто. Вот как вы думаете, почему так чеченцы упорно, понимая абсолютно безвыходность своей ситуации, мы все прекрасно понимали, с кем мы имели дело, и наши генералы, тот же советский генерал Дудаев и полковник Масхадов, еще у нас были полковники советские в нашей армии. Прекрасно понимаю вашу силу оружия, количество оружия, которое имеется у России, у Российской Федерации. Почему мы дрались, как вы думаете? В принципе, эта история борьбы Чечни, Кавказа за независимость, она идет еще с 19 века, поэтому, в принципе, это имело свою подоплеку. Во-вторых, потому что, в отличие от других республик, Чечне пришлось так делать, потому что применили силу, другого варианта не было, в отличие, например, от прибалтийских стран. Ну и в-третьих, я ничуть не умаляю никакие достоинства чеченцев, да, действительно, чеченцы обладают таким характером, довольно гордым, свободолюбивым, довольно много было храбрых воинов, я это никак не могу преуменьшать, принижать и отрицать. То есть, действительно, дрались гораздо храбрых, происходящими силами противника. То есть во многом, да, это, конечно, кроется в менталитете.
Я это понимаю. И вот я именно поэтому и сказал, что мы ничем от вас не отличаемся, от других людей имеется в виду. Абсолютно. Мы также хотим жить, мы также болеем, и рука у нас отрывается, и на мине мы подрываемся, стопа отлетает в сторону, как у любого другого человека. Поэтому воевать ради войны мы не хотели, и сейчас этого не хотим. Ведь что-то двигало, кроме того, что мы мужественные, там у нас дома воспитывают, и война идет с 19 века. Мы же были гражданами одной страны, мы же были советскими гражданами. И я вот напомню многим, я был тогда молодым человеком, в 92-м, по-моему, еще году начиналось вот, нагнетание обстановки против нас. У нас жило очень много русских, это 90% населения, 85% населения города Грозного были русскоязычными. И когда мы обсуждали, говорили, сидели там за лавочкой, на лавочке во дворе, мы обсуждали, и старшие говорили, что да никогда в жизни русские на нас не нападут. Это русские в том числе говорили. А так как мы все как бы говорим на одном языке, мы все там и так далее, и так далее. Но несмотря на это на нас напали. Вот я хочу просто вам донести, Владимир, чтобы, может, вы меня тоже поймете, что ведь так умирать может не каждый, ведь правильно? Не один человек, не 10 фанатиков, не 100, не 1000, а 300 тысяч человек мы похоронили из миллиона. Десятки тысяч наших воинов, абсолютно представляя, с кем имеют дело, с какой мощной вооруженном плане во формировании имеют дело, люди шли и сражались и гибли. Ведь не возникает у вас мысли, что у этих людей может есть вот, не к русским, ни в коем случае. Я вообще к этническим русским отношусь очень хорошо. Я отношусь к политическим русским очень плохо. Вот приблизительно вот вашей позиции, которые, ну, вроде бы говорите о русском национализме, но фактически вы говорите о русском шовинизме. О том же, о чем говорят КГБшники нам на протяжении всей моей просто сознательной жизни по телевизору нам вот это днем и ночью рассказывают. Вы можете понять, что нами движет? Почему мы так не хотим упорно с вами жить? Это же, наверное, не только в 19 век, хотя это было 4 века между нами идет вот это противостояние со времен Екатерины и так далее. Вы можете как-нибудь понять нас, Владимир, как русский националист, чеченского демократа? Конечно, я вас абсолютно понимаю. Это желание, да, жить в своем государстве. Вот. И если бы я действительно был шовинистом, как вы говорите, я бы сейчас не рассказывал про свободолюбие, про гордость чеченского народа, то, что я сейчас признаю. И действительно, почему дрались? Потому что возникла экзистенциальная угроза государству. Так же, как сейчас Украина, когда возникает угроза, и государство борется до конца. Так же, как и русские, в общем-то, боролись также до конца, когда возникала угроза нашему государству. Но также хотелось бы добавить, что во многом это нежелание жить в одном государстве, это отчаянная борьба за свободу была связана с тем, что наше прошлое, общее всех народов, протекало в антидемократическом, антинародном государстве, как Советский Союз, абсолютно отсталой системы, с репрессиями, с нищетой, с коррупцией. И, конечно, в таком государстве я могу понять, что не хотели не жить ни чеченцы, ни прибалты, ни украинцы, ни многие другие народы. Это было логично. Но если бы мы построили нормальную Россию, развитую Россию, правое государство с высоким уровнем жизни, тогда бы, я думаю, очень многие пересмотрели бы свои взгляды. Да. Ну, вот Влад, тебе слово. Тебе Да, слово. я хочу сказать, ну вот не построили же Никогда не ничего, строили. ничего не Никогда. Для русских построили. страны не было. Ни для русских, ни Ни для для всех кого остальных. страны не было. А смотрите, я вот что хочу сказать. Вот тогда, в 94 году, сколько, вот ты говоришь, 85% населения Русскоязычные. да, Грозного, как Джахар-Кала теперь должен быть, были русскоязычными. Кто-то из них выступил против
высказал свое возмущение независимостью Чеченской Республики Ичкерия. Кто-то из них поддержал вторжение в 1994 году, кто-то из них отправился воевать против чеченцев. Вот у меня такой вопрос. Да. Это к тому, что русские не захотят жить в каких-то национальных образованиях других народов. Влад, у нас, как ты знаешь, очень милитаризированная была республика. Там проживало очень много военнослужащих, их семей. Например, если я не ошибаюсь, Казанцев был такой генерал. Нет, подождите, Трошев, по-моему, был. Это наш Грозненский или Казанцев. Я вот сейчас их путаю. А это наш Грозненский. Он родился, вырос у нас в Грозном. Это вот это российский генерал, который служил в России и приехал воевать уже после того, как началась эта война. Были русские, наши русские, я их всегда разделяю, которые сражались и гибли на нашей стороне, которые сражались именно против оккупантов. Не было никаких митингов, никаких протестов русских, чтобы мы не отделялись, когда Дудаев объявлял. В правительство Дудаева входили русские, депутаты у нас были русские, которые вот в Дудаевском правительстве. Ну и всех этих русских, сперва нам, как сейчас в Украине рассказывали про распятых мальчиков, там, что мы всех вырезаем и так далее, что абсолютнейшая, наглейшая ложь, абсолютнейшая, высосанная, как и в Украине, полностью из пальцев, хотя российские спецслужбы нагнетали криминогенную обстановку, совершали преступления, задерживались российские агенты ГРУ, и тогда это называлось ФСК, и об этом тоже говорилось. Но самые большие потери русские понесли, когда русская армия пришла в тот еще город Грозный. Потому что чеченцы в основном имели родственников в деревнях, там, в горных каких-то районах. И, конечно, не все не думали, что будет такая ужасная война, вот как сейчас слушаю харьковчан, там, мариупольцев там, и других людей, и они говорят, мы не ожидали, что будет вот такой ужас. Вот приблизительно то же самое испытывали все граждане Чеченской Республики Ичкерия, и в том числе русские. И, например, некоторые вывозили русских соседей своих, даже насильно, просто бабушек, дедушек, насильно просто сажали в машину своих соседей и вывозили. Горные на время рассчитывали, что это будет очень быстро, быстро вернемся на недельку, на две. Сейчас там Дудаев с Ельциным там решат свои вопросы и так далее, и так далее. В итоге самые большие потери русских были от русской армии в городе Грозном в самом начале этой войны. Уничтожались все просто. Спрашивали, как тебе кажется, вот пришла русская освободительная армия, мы вот там с красным флагом пришли, как вам кажется? И русская женщина говорила, там, или мужчина, или парень мог сказать, нормально мы жили с чеченцами. Его просто выводили и расстреливали. Ставили просто вот к стенке и расстреливали за то, что он сказал, хорошо относится к чеченцам. А он реально относится хорошо. Он с ними учится, он с ними ест, работает, там, гуляет, дружит и так далее. И десятки тысяч жителей города Грозного были убиты русскими бомбами. Вот как это было все. Ну вот и сейчас то же самое в Украине идет эта Совершенно так, верно. так называемая спецоперация, которая война начата с целью, ну одной как бы цели защита русских против нацизма, а на самом деле кого больше всех убито, какие регионы разрушены, сравнены с землей, какие города, те самые русскоязычные города, которых они якобы пришли спасать, защищать, Да. освобождать. Это я к тому говорю, что вот эти вот все страхи, что как-то придется, что русскоязычные жители в национальных образованиях других как-то не смогут ужиться, как-то что-то там нужно будет их спасать, что-то они там будут против. А они, на мой взгляд, слишком преувеличены. Вот эти самые страхи или, скажем так, паранойя скорее, они уже привели и к войне против
Ичкерии и сейчас к войне против Украины. Поэтому это совершенно, на мой взгляд, не та карта, которую нужно разыгрывать русским националистам, вот я могу сказать. Русским националистам скорее нужно заботиться о том, чтобы было русское национальное государство и чтобы образ русского был не подпитый бомжара, а какой-то гордый человек в своей национальной одежде и со своими национальными праздниками. Не с днем 23 февраля или 8 марта или 1 мая или какие еще там еще. Сейчас, Август, 2, по-моему, 4 августа. не, что там, 9 мая, а с русскими национальными праздниками, которые все забыли, как и русскую национальную одежду. Кто? Найдите мне хоть одного человека в России, который ходит, хоть одного русского, который носит русскую национальную одежду. Ее нет вообще, они все забыли. Вот об этом я говорю. И что еще? Вот тут было сказано, что да, страны Балтии, они ушли из Советского Союза. Ну, как бы они были оккупированы, им положено было уйти. И они присоединились к Европейскому Союзу. Ну, так, а почему мы считаем, что какие-то другие республики, какие-то другие части нынешней Российской Федерации не почувствуют свою близость к каким-то иным союзам? Это первое. И второе, вот Европа, она пришла к единству в Европейском Союзе, она пришла добровольно, самостоятельно в течение многих лет, точно так же, как Соединенные Штаты Америки, ну там федерация в Европе, конфедерация, но это было добровольно, и они пришли сами к этому единству. Так почему бы не позволить? Для того, чтобы объединиться, нужно сначала разъединиться. Кто сказал, что те же самые новые образования на территории нынешней Российской Федерации, они не придут снова к какому-то союзу, какой-то конфедерации, ну, за исключением тех, кто так же, как ну, вот, по типу стран Балтии, найдут какие-то иные союзы. Ну, например, Бурятии или Якутии было бы логичнее искать союз с той же Монголией. Кстати, а, Монголия демократическая страна, она с высоким индексом свободы личности, свободы слова признана, поэтому на Монголию сейчас очень можно даже равняться в плане построения демократического правового государства. Ну, а или, допустим, та же Чукотка может, она территориально ближе к Аляске, она может найти какие-то союзы с Соединенными Штатами Америки. Какие, в общем-то, проблемы? Мир вообще, географическая карта мира, территориальная карта мира – это не какое-то застывшее изваяние, которое нельзя менять. Все меняется, все должно меняться. Тысячелетних рейхов, тысячелетних империй не может быть. Они могут быть только в каком-то параноидальном сознании диктатора или в каких-то фантазиях. Ну вот мои мысли по этому поводу. Спасибо, Влад. Владимир, вот здесь разные вопросы возникают и не буду даже ругаются, есть тут некоторые, которые не согласны с вашей позицией, но я думаю, с вашей позицией вам не привыкать, особенно находясь тут в Европе. Скажите, Владимир, вот тут задает Файтер Израиль, задает вопрос мне, спросить вас, воевали ли вы в Чечне с сепаратистами, с террористами, и наводил ли ты, вот он обращается на ты, конституционный порядок Чеченской Республики Ичкерия? Наводил бы или делал ли я это? Нет, принимал ли участие? Ну я никак не мог принимать участие. Я 96-го года рождения. Первая Чеченская война началась еще до моего рождения. Когда закончилась Вторая Чеченская, соответственно, мне было, получается, сколько? Где-то
лет 12. Конечно, я не мог А вы никакого молодой. участия принимать, да, и в армии не служил. Слава Богу. И в связи с этим другой вопрос. Вот здесь вопросы. Вы пользуетесь успехом, Владимир. Асна, хотелось бы услышать мнение твоих гостей. И, Влад, к тебе следует такой же вопрос будет после Владимира. С чем связано у русских, или можете вдвоем ответить, именование войны названием страны, на которую Россия нападает? Почему вы называете чеченские, афганские, украинские войны, а не русско-чеченская, не русско-афганская, или советско-афганская, или русско- или российско-украинская? Почему вы называете своих войны свои и названием своих жертв? Ну, если мы посмотрим предыдущие войны, было много. Русско-турецкие называли, русско-японская. Почему чеченская? На самом деле я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Это вопрос к журналистам, это вопрос, ну даже, наверное, не к историографам. Это так закрепилось. Вот так люди стали называть. Это не было какое-то решение одного человека так называть. Вот. Поэтому тут ответ, к сожалению, ну, я не знаю, как ответить точно на этот вопрос. Я тогда немножко поясню по этому вопросу, Владимир, так как только вот еще один вопрос вам задам. Вы говорите на Украину или в Украину? Я говорю на Украину. На Украину. Смотрите, термин Прибалтика, то есть Прибалтии, у Великой России, Прибалтии какие-то там народы и какие-то территории. На Украину это не государство, значит, а какая-то территория на окраине Великой империи. Далее, когда вы говорите там Чеченская республика, есть русско-турецкая война, а есть Чеченская война. В этом случае ваша пропаганда, ваши умы имперские сидят и придумывают вот эту терминологию. Потому что если вы говорите русско-чеченская война, то это подразумевает, что вы воюете с государством, с равным. Если же вы не считаете этих людей равными себе в вашей великой, так называемой Великой России, то вы в этом случае вы говорите чеченская или украинская или еще какая-нибудь война. Вот почему это сформировалось. И это все не случайно. Ваши термины мы очень хорошо изучаем, на своем личном горьком опыте ощущаем. И скажу вам, можем даже вам преподавать в ваших университетах вашу методологию и ваши методы. Влад, тебе такой же вопрос. Как ты считаешь по поводу вот этих терминов и войны, чеченской войны? Нет, так ты уже ответил на этот вопрос. Я согласен с этим, потому что, несмотря на то, что Чеченская Республика Ичкерия не подписывала вот этот самый федеративный договор 92 года, она была включена в Конституцию 93 года против ее воли, и, соответственно, ну, поскольку она считалась частью Российской Федерации, то и война не могла быть названа российско-чеченской, поскольку Россия не может воевать против себя. Иначе это, ну как? Ну, если Россия воюет против, Российская Федерация воюет против себя, это нужно было бы назвать тогда уже гражданской войной. Поэтому, естественно, вот из этого комплекса имперскости или ну, именно из-за этого афганская война. А почему? Не советско-афганская, потому что опять, вот сейчас же, сейчас опять они не говорят российско-украинская война, они говорят специальная военная операция. Ну, это Нет, потом говорят, будут говорить. Уже просто сейчас пока нельзя, потому что война же, чтобы не выдать секрет. Поэтому нет, не говорят. А ну потом да. будут говорить Так, украинцы. в этой самой, про Афганистан, Афганистан это было исполнение интернационального долга. Да, ну говорили же Сейчас афганская специально война. военная. Афганская война, был же такой термин? Был. Я, Есть. Он использовался всегда. И ну, причем если своих жертв потом себя именовали убийцы и именовали себя нет, афганцами, нет, чеченцами там, и тогда так далее. смотри, тогда тут на мой взгляд, два момента. Первое это вот имперскость, и второе это то, что вот
это государство, Советский Союз или Россия, оно всегда право, оно всегда освобождает, оно никогда не начинает войн, поэтому, соответственно, это их война, а вот мы такие хорошие, мы пришли, мы не воюем, мы освобождаем. Вот два момента. Имперскость и, скажем так, неспособность признать, что ты, твоя страна могут быть агрессором и захватчиком. И не могут, а ими являются. Вот отсюда. Ясно. Ладно, давайте задам вам, буду завершать наш стрим. Очень интересно, на самом деле, очень Да, интересно. мы про Белгородскую Народную Республику Да, поговорили. хотелось бы вернуться к этому, да, к основной нашей теме. Влад, первый вопрос к тебе по поводу захода в Белгородскую республику, Народную Республику. У меня есть все основания полагать, исходя из того, что как это преподносит российская пропаганда, только лишь исходя из того, что любые действия и чеченцев квалифицировали как террористический акт, а тут какая-то там вылазка, такая какое-то там появление, ну так очень обтекаемо все это говорят, хотя, конечно же, это тоже не проблема возбудить уголовные дела по статье терроризм и так далее, и так далее. И нету ясной картинки. У меня такое ощущение, что идет какая-то игра украинских и российских спецслужб. Кто кого переиграет, я не знаю. Но я очень надеюсь, что наши победят, как обычно. Что ты думаешь, Влад, по этому поводу? Что это такое? Что это за русские националисты, которые напали на Россию на 5 минут и быстро ретировались? Какие-то съемки разбитых хаммеров, которые вовсе не разбиты, абсолютно такие целые, там, ну, сам понимаешь. Потому что вот эти вещи мы очень обращаем внимание, особенно мы, наблюдатели, вот видим все эти мелочи. Это их лжи и пропаганды. Пожалуйста, твое мнение. Ну, во-первых, я хочу сказать, что насчет терроризма это немножко не так. Там была объявлена контртеррористическая операция, которая была через 2 дня объявлена о ее завершении, но она была объявлена в Белгородской области. Да, да, просто И особые условия дела, действовали. и дела по поводу терроризма были заведены. Поэтому Ну, я про прессу. Не слышал про возбуждение уголовных дел. были заведены уголовные дела. И по Брянской области тогда раньше, не помню уже, когда это было, в прошлом году, Пару месяцев. да, и сейчас все-таки были Больше. заведены дела. Потом второе, я считаю, что, значит, тут смотри, тут два момента, на мой взгляд. Первый момент – это то, что вот сейчас, да, Украине поставляется вооружение, Украина готовится к контрнаступлению. Мгм. Вот если посмотреть на карту, как, я не знаю, может быть, я буду выдавать секреты Украины, ну, я, как говорится, если что, это нечаянно, это просто мои мысли, это не секреты Украины. Если посмотреть на карту, как удобнее вести контрнаступление для того, чтобы оно было успешным. Первое – это удар в Запорожской области на Мелитополь и далее к Азовскому морю, чтобы отсечь Крым. Второе – выход через Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую область, к тому же Азовскому морю, окружение группировки в Донецке и в Луганске.